каждый день в офис заходит, может быть, до 150, до 200 человек. Пока одна проблема. Нам не платят. Ну, совесть надо иметь. Если россияне не хотят сегодня работать, тогда эти люди пришли, значит, если открывали свои границы, извините, тогда, значит, они вам нужны были? Так, другая сторона вопроса. Что вам платят? Вам мизерные деньги платят. Да. Ну как вас на работу брать, вы знаете? Ну, какая у вас зарплата? 30 тысяч. Сколько часов работаете? 8 до 8. Значит, 12 часов 12. получается. Но это 30 тысяч, они не хотят это. Я всегда их называю безбожниками. Это безбожники. Понимаете, вот ситуация возникает. Сколько трудностей у вас, сколько возникает. Вы берете эти деньги, отдаете, потом приходите, пошли в гости, вас взяли, говорят, почему за этой квартирой вас надо депортировать. Но это же не издевательство, это издевательство. Да. И самое страшное, когда мы говорим, вы с разных республик, да? Да. Или все россияне? Кто-то россияне, кто-то... Вот сразу вот, с Таджикистана, у нас Киргизстана есть, да, с Узбекистана есть. Почему они молчат, руководители тех государств? Они же сидят, подписывают общее соглашение. Я не видел ни одного раза, чтобы они говорили о проблеме трудовой миграции на уровне странах ШОСа. Основная масса. Таджикистан сегодня получает 50% ВВП благодаря трудовых мигрантов, женщин, которые пришли с маленькими детьми в Россию, зарабатывают копейки. И приезжают те же инвалиды, старики, чтобы кормить свои там ребенка, инвалиды еще дома. А здесь не говорит, что происходит. Вот говорите, что надо. Какие цели ваши? Ну, мы вот 4 месяца работаем, с октября месяца наши деньги не платят. В октября никому зарплаты нет. Как называется ваша фирма? Люксор. Это в Москве находится. Да. И вас брали как с договора, вот у вас на руках. Да, договора. Вот они берут вам на работу. А вот это договора подписывают, да, между собой. И что это договора, говоря про эти договора? Это не действительные договора, или действительные договора? А вот обязательства перед друг другом, так называемым, между вами и работодателем, они что говорят? Они же свои обязательства Так не они выполняют. здесь, видите, штрафы там взяли. Посмотрите, какие штрафы они написали, если что-то там как-то. А Ну. если они не будут выплачивать зарплату, они же не написали, что там штрафы у них будет или нет? Вы посмотрите, какие там штрафы они написали. Ну, мы вот как и работали, так и без выходных, так и работаем. А вот наши деньги им Без сбоим, выходных они люди говорят, отдадим, работают. отдадим, все. Без выходных мы работаем. А вы кого знаете, кроме менеджера? Вот оно менеджера, по-моему. Мы по телефону еще По общаемся. телефону По есть телефону не Александр, есть Дмитрий, и есть Юра. Иван это такой же, как и я. Вы все в одном месте работаете или в разных точках? Разные подстанции скорой помощи, это разные. А где они вот сидят, главные? Есть, там же адрес есть. Вот где сидят они, по-вашему? Сейчас в данный момент они там не сидят. Когда я была последний раз, я туда не могла зайти. Как я поняла, их там нет. У меня есть их реквизит. Они сегодня выставили. На центре сказала. Вот улица Дмитрия Ульянова, да? Да. Вот там они сидели. Они сидели, а в настоящее время? Не знаю. Я сама бы их нашла. Ну, это все относится к Минздраву? Нет, это клининг. Да, Обычный понятно. клининг. Они не подчиняются Министерству здравоохранения? Нет. А кого подчиняются они? Клининговая Ну, они же компания вас это просто отправляют в разные места. Люкстрой. Они Да. строительная Да. компания. Мгм. И они взялись за клининг, чтобы как денег заработать, они взяли клининг, чтобы сделать договора с подстанциями и чтобы работали. Потому что подстанции скорой помощи очень большие деньги платят. В месяц в пределах 7 миллионов они выплачивают. Понимаете? А вы там давно работаете? А я с ними, вот с девочками, 4 или 5 лет уже работаю. Ни раз такого не было. Уже год. Ни раз такого не было. Это первый раз в этой компании. Это вот Мы 16 год. сколько лет не работаем, такого не было никогда. Вовремя постоянно Так она получаем. тоже не имеет информации, кто такие вообще в верхах. У нас И просто вызывали, дали, говорили, пускай работает. И Ну, говорили, это на центре Я знают, была знают. там у них, да, мы же сидели, я же, когда только с УМС, когда подстанции ушли в эту компанию, я же пришла, я же была в этом адресе, сидела, все, мы писали, и когда документы нужны были, я привозила все туда. а сейчас кто у вас вообще может брать телефон, если это наберет? Вот это вот Александр Вообще не берет Прокофьев, трубку. но они не берут трубку. Юрий, А вот кому сейчас можно позвонить из этого руководства? Юрий, менеджер. Какой номер? Юра обычный менеджер. Ну, Еще это не Александр звонить Бесполезно. надо звонить. Всегда Вот кто из них главный? 900, да.
А кто он такой? Это заместитель главного директора. Вот и их не договор. Да. Это Юра, да? Нет, это Александр. Вы думаете, он берет трубку? Вот именно, что все ему звонят, он не берет трубку. Значит, вот обратите внимание, это Федерация мигрантов России, курирующая сегодня вопрос связано с большими проблемами и трудоустройства, и с проблемами, соответственно, возвращения беженцев. Мы совместно что-то решим. Это он. Алло? Алло. Александр, добрый день, с прошедшими праздниками вас. Уважаемый Александр, так хотелось вас на чашку чая пригласить. Сидят достаточно, порядка 28 гражданки разных республик в центральном нашем офисе на Сухаревском с трудовыми договорами, которые люкстрой, действующий на основании устава. Они не получили зарплаты. Дайте, пожалуйста, сейчас я перезвоню тебе, Калаймат. Вы Людмилу дайте. Да, Людмила, пожалуйста. Да. Людмила, кто вам прислал эти документы? Какая разница? Не, ну Митю сейчас шантажом, что ли, пустили? Нет, я просто спрашиваю, это ваше или нет, просто мне прислали. Я не шантажирую. В общем, давайте так, определимся. Вот если сейчас такие вещи будут, сейчас в официоз тогда уйду, как бы официально сейчас заявление, что шантажом вы занимаетесь, понимаете? Я вам по поводу ВП четко сказал, что деньги выплачиваются, будут выплачены. Я никого не шантажирую. Я никого не шантажирую. А как это называется? Я просто написала, это ваше или нет. Людмила, я вам еще, неделю назад сказал, до нового праздника. Мы немножко не те ребята, с кем вы там работали до этого. А что вы хотите, 90-е... А какие? Вы 90-е годы хотите с нами сделать, я не пойму. Мы, понимаете, такие вещи не надо к нам допускать. А что вы сейчас делаете? Вы по телефону мне заявляете, что мы пойдем за деньгами, за вашими. Александр, успокой. Да, нам надо встретиться, потому что, Александр, если обращение граждан есть, мы, соответственно, уже... Да. Ну все, выплатим, денежку выплатим. Дайте нам. Мне не надо угрожать, понимаешь? Вы мужчина, женщина никогда не угрожала, это не Зоя Космодянская, давайте, вы не Олег Кошевой, тем более Олег... Понял, все, Калаймат, сейчас я тебе перезвоню. Давай. Хорошо, спасибо, давайте. Кто он такой? А кто он такой? Это заместитель директора. Все, достаточно. Сейчас он выйдет на Яндекс. Ты ему звоним, он даже трубку не поднимет. Видите, как он Он говорит? попал, вот то, что она угрожала, она правильно. Я не делала. угрожала, Да, правильно я делала, просто ему... угрожала. Да угрожайте, что хотите, правильно А, ну делать. правильно делает. Что вы Как делаете? жить-то? Вы- На чего жить? Они пришли, мы их Слушай, знали, с нами они, так нельзя. вот они пришли, вас знали. А сейчас он звонит, что... До сих пор мы ее любим и уважаем. Она у нас вообще... Ну она же не печатный станок, как в Америке, там доллары. Она говорит, работайте, я... Мы 4 года с ней работали в доверии. Что вы так... Получается, Ну, девушку заходите в подъезд на поставили. второй этаж. Девушку-то поставили под Второй удар. этаж. Потому что вы только ей знаете разобраться. Кем работали там? Все Все уборщицы работают. Вот, Все. 4 А месяца. чем отличается санитарка от уборщицы? Ну, они одинаковые. Ну, Одинаковые, просто в медицине оно Вы называли ничего отвечали за по-другому. чистоту и порядок. Да. конечно. То, что не делает ни один гражданка или граждане России в основном, Марсе, да? Если дело гражданки России, то дело, скорее всего, с региона приезжает. Под Москвой живу. Под Москвой в Москве побольше хотели заплатить. Вам, да, сюда приехали в Но Москву? у нас нет работы под Москвой. Ну, вот так. Я уже 6 лет туда только на скорую помощь ездила. 4 из них я вот знаю с Людмилой, у нас никогда проблем таких. Да, Александр, слушаем. Знаешь, как сделать? Ты напиши все, кому там должны мы деньги, то есть мы деньги платим. Платим. До Нового года сейчас отправили, сейчас еще отправляю. Прямо напиши, кто чего кому-то мы должен, то есть 28 человек, где они работали, с какие зарплаты, номера карточек, и фамилия, имя, отчество. Мы с тобой сегодня обязательно встретимся, ты же пишешь, что пообщаемся. Ну как чего, если это там, Платите девушкам, да. Вот, вот, мы не кидали, ничего, просто мы не видим, когда начинает, как называется. Людмила уже знает ситуацию. Она знает, что как с этого сака выкидывают, понимаешь, как знаешь, эти компании там подставляли.
был здесь, пленный понятно. Страшно, когда у каждой этой женщины есть ребенок, а по 3-4 месяца даже не видит нормального конфета на столе. Вот это страшно для нас. Все, я вас понял, Александр, не буду занимать ваше время. Значит, Электронный адрес отправь, пускай. Ближе к вечеру мы с тобой пересечемся, ты мне эти бумажки дашь тогда, и мы с тобой уже где-то по сокам определимся, как это будет там по выплатам, по всему остальному. Ладно? Только, Карман, я тебя попрошу, зарплаты должны быть настоящие, понимаешь? не, ну наряд, если в наряде написано, как бы меньше, больше человека отдает, там штрафные, я штрафные санкции почитал, это кошмар, вы что, будешь оштрафовать, что ли? Они имеют право, там у нас жалоба не было вообще. Вопрос в другом. Очень много мужчина мужчине, чтобы мы там честно, понимаешь, если человек там столько зарплату получал, пусть мы эти зарплату заплатим. Александр, я думаю, что при таких встречах должна присутствовать хотя бы Людмила, потому что она пишет, она говорит, и она оправдает за столом настолько... Да, чтобы, да, она, потому что нам вдвоем сидеть за столом, непонятно, о чем мы будем говорить. Все, она будет присутствовать. Я с Людмилой буду нас... Хорошо, спасибо. Давайте. Хорошо, спасибо. Знаете, в Я чем, штрафы здесь читаю. знаете, в чем дело еще происходит? Да, Сегодня, вы вчера будете мне... присутствовать. Не, послушайте, вчера мне звонила девочка с Цветочного, я уже 24-я подстанция, а ей он звонил. И знаете, что он ей сказал? А сколько вы платите Людмиле? Кто-нибудь из вас платил? Нет. А вы сейчас скажете, что вы не Знаете, как заплатили, обидно? что? Нет. Метро. Он нам назначил встречу, Вы Юрий. Да Мы щас два, он- и сказал, деньги со мной, приезжай, я с вами мы 2 часа ждали его. И А он назад так и не Какое приехал. сказать людям, что вы платите Он Людмиле? тянет Бред нитку какой-то. сейчас. И сейчас со мной встречаться. Я Не что, будет какой? тянуть нитку, он на одном определенном час, минуты, а Четвертый месяц остановится. идет уже. Там аферисты со мной. Он 4 месяца не решил, за неделю не решил. Откуда он? Он специально к тому, что бумаги не оказали после нас в другом месте. А после нас идет к департаменту. Департамент их вызывает. И говорит, а где деньги, которые вы получили, ребята? Они все завтра. Они завтра, получили. завтра. Октябрь, ноябрь, декабрь, они получили. Сейчас уже там больше. У меня подстанция, у меня 25 подстанций, вы же прекрасно знаете. 25. И мои подстанции ни одни не получили, ни одни. Они вот все сидят со мной. Они меня вытащили сюда сегодня, я вместе с ними приехала, и все сидят плачут, и я вместе с ними. Даже девчонки, даже РФ со мной все здесь. Все мои, да. Давайте тогда распечатывать, и мы, наверное, ближе к вечеру, когда пересечемся, чтобы понять, там, что, как, чего. Хорошо. А чего сразу вопросы дают? А 11 октября не платили. У вас новый чин Александр вообще-то. Нет. А 11 у нас в электронной почта есть заведующий. 11 Сентября. Сентября месяца. Прекрасно знаю, где. Миллион, говорит, выплатили. Они даже не скажут. А электронная почта приходит А заведующий. после кому интересно? Документы-то есть? Вы расписываетесь? Ну там еще Нет, какой-то. ничего не расписываетесь. Мы ничего не получили. Нет, когда деньги получаем, Ну, расписываем. еще пусть Что у нас такое состоит, я вот при вас говорю, что наше присутствие 2 человека, это означает о том, что мы договариваемся чем-то. Я ни с кем не договариваюсь. Вы сами договариваетесь. Вы сами решите. Что сейчас Людмила готовит, напишет вам все бумаги, которые есть. Вот то, что он говорит, у нас, скорее всего, наряде, в наряде берите просто. Фамилии людей берите. Придет, посидит, начинает говорить, вот эта сумма есть. И тут стоит принцип вопроса. Когда оплата? Вы созвоните с девчонками, что он хочет. Вот реальные зарплаты. Реально вы знаете. Вы подавали. Конечно, они знают все свои зарплаты какие. Он думает, что я сейчас буду сказать, но делать Сколько раз нас обманывали, сказали, карточку, номер карточки отсылайте. Весь раз. Они над нами просто издеваются. Они просто издеваются. Я даже смс до сих пор сохраню, сколько раз я им карточку. И у каждого никто У нас есть эти, как телефон, ее, сохраню. данные на всякий случай оставляет, что хотя бы вот это, Просто издеваются, что мы Просто единственное, знаете, я родилась и выросла в Таджикистане, и за своих людей, мне разницы нет, киргиз, узбек, таджик, или там кто ли, русский, мне все одинаковые. Все мы работаем, и все мы эти копейки зарабатываем. Вы забираете их назад. Что не берете свою зарплату? Вам дают? Как? Сейчас дадут вам. А на У меня будущее- ребенок, мама говорит, всем дали подарки, а почему я, говорит, без подарка на Новый год?